Аул Карапагуа, апрель 2014 года. На этих кадрах кажется, что трактор на фоне сельского пейзажа обрабатывает землю под посадку какой-нибудь сельхозкультуры. Но на самом деле строительная техника приступила к расчистке места под будущий образовательный центр. Тогда жители аула, за десятилетия привыкшие, что школа – это обветшавшее здание постройки 20-х годов прошлого века, и не представляли, что через пару-тройку лет их дети будут получать знания в совсем других условиях. А это сентябрь 2017 года, то же самое место. Новенький, еще пахнущий свежей краской образовательный центр в формате школа плюс детский сад открыл свои двери для 120 учеников и 40 дошколят от 2 до 6 лет. Поздравить детишек и жителей аула с этим праздником приехал глава республики. Именно по решению Рашида Тимрезова в 2014-м началась грандиозная стройка, итог которой – повод для большого торжества. Хочу в этот день пожелать всем жителям этого прекрасного аула мира, добра и благополучия, как и всем жителям нашей республики. Я считаю, что на самом деле сбылась давняя мечта жителей, чтобы была построена новая современная школа. И то, что я сам решение принимал после того, как ко мне обратился житель аула Карапага, я приехал сюда, мы с коллективом школы находились вот в старой школе. Я посмотрел на, как сейчас помню, трещины там по 20-30 сантиметров. И, конечно же, для меня было принципиально важным, чтобы мы здесь достаточно быстро и оперативно построили новую современную школу. И также по просьбе жителей здесь предусмотрели и детский садик. Сегодня мы это сделали. Новый центр по просьбе местных жителей и общественности Абазинского района носит имя первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Это очень важное решение, которое еще больше сближает братские народы, отметил Виталий Габне, вице-президент Абхазии, прибывший на открытие школы. Для народа Абхазии сегодня знаковый день, поскольку школе было придано имя Владислава Ардзинба, первого президента Абхазии, который является символом нашей новейшей истории победы народа Абхазии. А поскольку абхазы и абазины являются единым народом, разделенным Кавказским хребтом, символично, что и символы у нас есть и будут общие. После традиционного перерезания красной ленты все смогли воочию оценить новый образовательный центр. Он имеет функциональную площадь более 2500 квадратных метров. Это просторные классы, библиотека, медицинский кабинет, большой спортзал и не менее большой актовый зал со сценой. Школа полностью соответствует всем нормам, в том числе для обучения особенных деток. Для их удобства предусмотрены пандусы, а внутри здания работает специальный лифт. Быстрее всех в новой школе освоились первоклашки. Их в этом году 7. Заняв свои места, они слушают первый в своей жизни урок. Первая книга, которую будете вы учить, называется «Азбука». Впереди их ожидают долгие годы счастливой школьной жизни, но свой первый урок они запомнят наверняка. Как, впрочем, запомнят свой урок и ученики 8-9 классов. Еще бы, ведь классное занятие под названием «Мы, граждане Великой России» провел для них сам глава республики. Хочу пожелать вам успехов во всем. Ну и, конечно же, чтобы вы были самые крепкие, красивые, умные, на радость не только своим родителям, но и всем нам. Я так понимаю, у нас тема сегодняшнего урока «Мы, граждане Великой России». Первоначальное смятение буквально через несколько минут сменилось бурными эмоциями. Старшеклассники на скорость отвечали на вопросы главы региона. Урок получился необычным, еще и потому, что сегодня никто не ставил оценок. Даже неправильный ответ получал одобрительную улыбку главы. Да, это был точно не экзамен, а скорее теплая, дружеская беседа. Так мы должны быть сильными, крепкими, показывать, что нет ничего важнее для нас, чем наша с вами Родина. Российской Федерации. Я абсолютно уверен, что из вас вырастет достойное поколение, наше будущее, будущее нашей республики, будущее нашей страны. Уверен, что пройдет какое-то время, может быть, вы вспомните об этом уроке, когда кто-то из вас достигнет определенных успехов, определенных высот в своей работе. Может, кто-то из вас вырастет и будет полностью себя отдавать для развития нашей республики на высоких должностях. Поэтому я хочу вам пожелать успехов. Всегда будьте первыми, будьте самыми лучшими,
Даже если вы чего-то добиваетесь, никогда не думайте, что это какой-то потолок или вершина. Всегда идите вперед и знаете, что вами будет гордиться не только ваша семья, ваши родители, но и вся республика и наша страна. Аул Карапага небольшой, всего около 700 жителей, но здесь очень много многодетных семей. Поэтому многие мамы сегодня привели младших в детский сад, а старших в школу. Пример – Эльвира Алиева. Ее Анжелика сегодня стала первоклашкой, а сын Роберт теперь осваивается в детском саду. Пришли с огромным удовольствием в новую школу. Одного ребенка привели в сад, другого в школу. Думаю, ей очень понравится в школе и в саду. Нам очень нравится. Мы прям счастливы, что у нас открылась новая школа и сад. Наконец-то появился в Ауле. Такая же ситуация и у ее тезки Эльвиры Муковой. Старшая ходит в школу, а младшенькие Мурат и Зара теперь дружно пойдут в детский сад. В последнее время дети все время спрашивали, когда же уже этот садик откроют, когда уже его построят. Они приходили на площадку, все смотрели и ждали. Наконец-то это свершилось. И они вот сегодня первый день пришли в садик, в новый красивый садик. Если говорить в целом о республике, то это 16-я школа, которая была сдана в эксплуатацию с 2012 года. Также в этом году планируется открыть еще 2 образовательных комплекса в формате школа плюс детский сад в селе Холоднородниковском Прикубанского района и в ауле Псаучедахи Хабесского района. Эрнест Чуков, Мурат Кимрюгов, Руслан Кумуков и Анастасия Николаева. Архыз 24.